Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Прокуратура республики во взаимодействии с правоохранительными органами проводится системная работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Гостья в студии Антонина Ускеева, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов. Антонина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какая ответственность предусмотрена за незаконный оборот наркотических веществ? Наркопреступление на сегодняшний день представляет особо опасный вид преступления, потому что они влияют не только на общественную безопасность, но и на нравственное развитие молодежи, и детей. И за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена и административная ответственность, и уголовная. Но за административная ответственность предусмотрена статьей 6.9 за употребление наркотических препаратов без назначения врача или за употребление в целом, и за уклонение от прохождения лечения от наркозависимости. А уголовная ответственность предусмотрена по статье 228 за приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. И за самая строгая ответственность предусмотрена статьей 228.1 за сбыт наркотических средств, которое максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность по данным видам преступлений предусмотрена наступает с 16 лет. И, к сожалению, в последнее время география наркопреступлений в республике широкая, поскольку данные виды преступлений зарегистрированы буквально практически на всех районах. Если за какие-то 5-10 лет назад наркопреступления выявлялись в таких промышленных центрах, как города Якутск, Алдан, Мирный, к сожалению, сейчас данные виды преступлений зарегистрированы во всех даже отдаленных районах. Этому обусловлено то, что, к сожалению, данные виды преступлений за последние годы совершаются с применением так называемых информационно-телекоммуникационных технологий, то есть через сеть интернет. Именно пользуясь случаем, хотела бы обратиться и предостеречь родителей и школьников, и молодежь вообще в целом, что в последнее время наркодилеры стали вовлекать людей к распространению наркотиков, так называемые закладки, и превращать людей в наркокурьеров. И, к сожалению, криминологическая характеристика субъектов данных преступлений говорит о том, что подвержены все слои населения, независимо от того, что это благополучные или неблагополучные семьи или их дети. Поэтому мы в школах проводятся недели здорового образа жизни, действуют наркопосты, которые проводят такие профилактические мероприятия, в том числе проведение тестов на употребление наркотических средств. И поэтому родители не должны запрещать или наоборот совместно со специалистами, педагогами, психологами к данному вопросу должны относиться более серьезно, и не уклоняться, потому что действительно мы же все взрослые не можем стопроцентно, хотя и доверяем своим детям, но стопроцентно нельзя быть уверенным, чем ребенок занимается вне учебы или дома, и родители должны более внимательно относиться к психоэмоциональному поведению, состоянию ребенка. И хотела бы отметить, что наркокурьеры это вовлекает тем, что они детям предлагают легкий заработок и больших крупных денежных средств. И, к сожалению,
дети даже из благополучных семей, не только с девиантным поведением, да, а именно из благополучных семей, желая помочь родителям или хотя бы обеспечить себе карманные расходы, есть факты, когда они совершают и становятся преступниками именно вот по наркопреступлениям. Поэтому родители совместно с психологами должны как бы более внимательно к своим детям относиться, да, и подходить по знаниям педагогов, именно не быть слишком строгими, да, крайне строгими. И по мере своих возможностей мы должны, родители детей, обеспечить карманными расходами, потому что в наше время подросток, например, не может быть совсем без денег быть. Вот это тоже может подтолкнуть, да? И в этой связи вот на днях в социальной сети широкое распространение нашло выступление вот артиста эстрады Сахамина, да? Я очень так отрадно, что именно население неравнодушно к этой проблеме, да, и он по-своему именно делится, предостерегает родителей, да, что действительно вот эта беда, она может коснуться любого из нас, да, когда дети могут стать наркокурьерами, и он вот объяснил, и поэтому мы все вот совместно должны противодействовать этому социальному явлению, как наркопреступности. Ну, то есть в последние годы, благодаря интернету, наркопреступность стала моложе, да? Да. Как понять, да, например, да, что ребенок, может быть, пошел не по той дорожке, да, как говорится. Как можно это распознать вообще, да, что он стал наркокурьером? Вот, объясните, на что обратить внимание? Вот именно... Повторюсь, да, именно психоэмоциональное состояние, настроение или появление каких-то дорогих вещей, да, или непонятно куда стал отлучаться подолгу, да, потому что они же закладки делают по всему городу, бывает, да, или надо контролировать вообще контент и вообще какие сайты заходит ребенок, да, и смотреть, потому что эта реклама, она идет повсеместно, да, и какие-то вот непонятные GPS, всякие приложения, если в телефоне ребенка есть, конечно, вот Сахамин правильно говорит, надо уже задуматься и прибегнуть, если надо, к специалистам. А вообще вот какие способы вовлечения граждан, да, в незаконный оборот наркотических средств наиболее распространены в настоящее время? Но, к сожалению, наркозависимость, она может возникнуть даже с употребления с разового, да? Поэтому наркодилеры, конечно, они угощают, дарят, да, и другим видом, разновидностью вот вовлечения является именно прием в круг наркокурьеров, да, и поэтому в уголовном законодательстве тоже есть ответственность, предусмотренная статьей 230, да, это склонение к употреблению наркотических средств, которое предусматривает уголовную ответственность от 3 до 15 лет. То есть серьезная статья, конечно, да, очень серьезная по ней статья. могут серьезно осудить, Да. даже, да? Ну вот какие меры профилактического характера применяются с целью пресечения совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, вот, в том числе и среди несовершеннолетних? Еще раз повторюсь, да, наркопреступления, они особую опасность представляют для общества. Не зря указом президента России, да, создана антинаркотическая комиссия при правительстве России, возглавляем министром внутренних дел. Да. И такие же антинаркотические комиссии у нас действуют во всех субъектах, в том числе в республике Саха-Якутия, которая возглавляет глава республики. Да? И, конечно, и бюджетные средства, программные мероприятия предусмотрены, в том числе вот, широкие кампании по уничтожению конопли, да? Профилактические мероприятия, вот, чтобы людям доступно объяснять об опасности, да? Правовая пропаганда. И то, что мы вот выступаем и в телевидении, и в средствах массовой информации, в школах, да, и во всех образовательных организациях проводятся, действуют посты здорового образа жизни. И правоохранительные органы, конечно, разъясняют
об уголовной ответственности, да, хотя бы страх, как-то под страхом уголовной ответственности люди воздержались, да, от этого пагубного действия. И хочется еще раз озвучить, да, не поддаваться соблазну, да, и не совершать вот этих преступлений, потому что это судьба не только собственная, да, может пострадать, наличие судимости за такие преступления, оно преграждает пути поступления в престижные вузы, правоохранительные органы и в будущем работу в государственных, ну, органах, да, и оно не только для себя, а для твоих детей, внуков. Поэтому надо думать о будущем. Ну вот в конце нашей беседы вкратце предлагаю еще раз напомнить нашим телезрителям, на что обратить внимание ребенка, да, в первую очередь, как повлиять на него, чтобы он не стал курьером. Как в законе об образовании указано, да, родители – это участники образовательного и воспитательного процесса. Поэтому от всех мероприятий, которые у нас достаточно проводятся в образовательных организациях, да, по правовой пропаганде, по здоровому образу жизни, родители должны активное участие принимать и не стыдиться возникшей проблемы, да, когда какие-то взаимоотношения, поведение меняется ребенка, да, становится непослушным, да, агрессивным, какие-то протесты, да, это касается не только детей с девиантным поведением, да, а благополучных детей, да, но родители зачастую бывает стыдятся, да, или боятся разглашения и усугубляют проблему. Но в школах есть у нас очень много психологов, педагогов, и когда вот эти тестирования проводятся, да, оно согласие родителей проводится, да, мне кажется, это совместно с педагогами надо к этим мероприятиям активное участие принимать. Ну, в первую очередь, наверное, стоит для начала Конечно. пообщаться с ребенком, да, выявить какую-то проблему, может быть, действительно И поговорить с психологом в свою школе. финансовую проблему, имеющуюся в семье, потому что у нас же многие по кредитах живут, да, не надо вот слишком вот эту проблему финансовую, да, на ребенка возлагать. И ребенок из-за ложного понимания помощи родителям тоже может пойти на такие серьезные преступления. Да? Ну что ж, Антонина Николаевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, напомнили нашим телезрителям о действительно серьезной проблеме, необходимости ее решения. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо, что вы обратили тоже внимание на эту проблему. Спасибо. Только совместно. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.